день памяти о тех, кого мы потеряли. Кого предать земле мы в ссылке не смогли, выбрасывали в снег, замерзший по пути. С тех пор прошло 80 лет, но кадры кинохроники до сих пор бросают в дрожь. Эту боль время не вылечит. Для ингушей депортация стала огромной болью и актом горькой несправедливости. 23 февраля 1944 года ингушский народ выслали в Сибирь и холодные степи Средней Азии. Трагедия депортации стала одной из самых страшных страниц в истории ингушского народа. Ее последствия мы пожинаем и по сегодняшний день. 13 лет пребывания на чужбине не сломили дух ингушского народа. Родители, ведущие мероприятия Асет Абдурзаковой, также подверглись депортации. Она с трудом сдерживает эмоции. Все ее детство прошло вдали от родины. К сожалению, вот мы с сестрой тоже дети депортации. Мы жили в Казахстане. В нашем классе были все национальности почти. Но почему я это так запомню? Потому что если у нас какой-то праздник был, то каждый ребенок или матушка старалась как-то вот костюмчик что-то сделать. Среди вот того района, где мы жили, не было ни одной ингушской семьи, кроме нас. И, естественно, родной язык мы так красочно, так ежедневно почти и не слышали. И в этом была моя игуленьки трагедия. Я очень сожалею, что я многого из того духовного мира своих родителей по сегодня ничего сказать не могу. Эта тема была запрещена. И я как сегодня помню, как наши родители, если какие-то гости к нам приходили, всегда говорили шепотом: «Ой, отдыхать». Это было своего рода табу. В каждой ингушской семье есть своя история тех событий. Сколько бы лет ни прошло, эти черные страницы истории будут помнить и передавать память детям и внукам. Только за один холодный февральский день были высланы более 90 тысяч ингушей по ложному обвинению в измене родине. В ссылке от голода, холода и болезни погибла почти половина населения. Жертвами тоталитаризма стали более 3,5 миллионов человек, представители более 60 национальностей. Депортации наказанных народов были и до этого. Немцы и финны, калмыки и карачаевцы, и после балкарцы, крымские татары и проживавшие в Крыму греки, болгары и армяне, а также турок-месхетинцев из Грузии. Но операция «Чечевица» по выселению по разным данным более полумиллиона ингушей и чеченцев стала одной из самых крупных. В 1957 году репрессированные народы, в том числе ингуши, были реабилитированы. В истории ингушского народа было немало трудностей, но несгибаемая воля, единство и нравственные силы помогли все перенести и выдержать. Сегодня у ингушей своя республика. Стойкость и непоколебимость духа предков помогли сохранить традиции и корни. Наша святая обязанность отдать дань уважения тем людям, которые, несмотря на все сложности, которые они преодолевали, будучи в ссылке, сумели сохранить свою национальную идеологию, свою национальную идентичность, традиции, обычаи, культуру и передать это будущему поколению для того, чтобы мы сегодня могли строить свое будущее. Благодаря этим людям у нас сегодня есть своя республика, свои символы, и мы должны вот эту память предков сохранить в себе и для своих детей, чтобы они всегда помнили, через какие жертвы прошли наши отцы и деды. Памятное мероприятие организовано Республиканским домом народного творчества. В холле также проходит выставка детской художественной школы Назрани. Собравшиеся уверены, что сегодня мы обязаны хранить память о предках и передавать ее будущим поколениям. Зелимхан Калоев, Али Зязиков, Магаз 24.